Численность вооруженных сил Российской Федерации, не учитывая резерв и иные формирования, достигает от 900 до 1 миллиона человек. Что если я скажу вам, что 10% от этой цифры только официально дислоцировано на постоянной основе в Чечне? В видео использована программа Google Earth Pro, расширение с зонами ограничения полетов всех типов, а также данные Минобороны и МВД России из открытых источников. Пожалуйста, досмотрите видео до конца. В конце видео я гарантирую вам, что вы узнаете обо всех российских военных базах и воинских частях на территории оккупированной Чечни. И вы убедитесь, что Чечня является самым милитаризованным местом на всем Кавказе. Сначала прочитаем статью газеты «Коммерсант» от 2002 года. Итак, из сайта можно узнать, что в Чечне на постоянной основе дислоцирована 42-я мотострелковая дивизия, в составе которой 4 мотострелковых полка и 1 50-й самоходный артиллерийский полк. Всего численность данной дивизии составляет более 15 тысяч человек. На сайте также упомянуты и другие российские подразделения, из которого следует, что в Чечне на момент 2002 года в общей сложности находилось около 100 тысяч военных, 100 тысяч солдат, представители иных силовых ведомств и спецслужб, и все это, чтобы усмирить чеченцев и полностью оккупировать Чечню. На сегодняшний день ситуация не так уж и изменилась. На сайте Руспрофиль всего в Чеченской республике Ичкерия зарегистрировано 62 войсковых частей, 24 из которых сегодня официально действующих. «71-й гвардейский мотострелковый полк официально дислоцирован на постоянной основе в станице Калиновская. На самом же деле он выполняет свою роль на южных границах Чечни. Действует зона ограничения полетов типа ЮРР-662. 291-й гвардейский мотострелковый полк, который официально дислоцирован в поселке Борзой, а на самом деле у города Шалии, над которым тоже применяется зона ограничения полетов типа ЮРР-661. Войсковая часть 6780 у Гудермеса дислоцирована здесь, у зоны ограничения полетов типа ЮРР-507. Но мне не удалось найти их настоящее местоположение. Место, указанное на официальных источниках, лежит в руинах. Командир войсковой части – Маликов Табир Сакитович. 70-й гвардейский мотострелковый полк официально дислоцирован в городе Шалии. А теперь рассмотрим каждую военную базу по отдельности. Озвучивать каждую воинскую часть, имена командиров и другую информацию.
смотрели без перемотки, то, наверное, заметили, что 95% командиров войсковых частей являются неэтническими чеченцами. Лишь два мелких батальона, Север и Юг, руководят приближенные к Кадырову, Хусейн Межидов и Магомед Тушаев. Контрактников для службы в Чечне набирают по всей России. Вот вам конкретный пример. Сайт по центру занятости населения города Новосибирска. Военная служба по контракту в Грозном. И ниже перечислены все войсковые части, куда можно послать свое резюме. Людей пытаются привлечь зарплатой в 40 тысяч и социальными льготами. Небольшое примечание автора канала. Как вы, наверное, уже сами заметили, воинские части расположены в наиболее крупных городах и селах городского типа. Исключением разве что является столица Чечни Джохар, Грозный, набитый по меньшей мере 20 воинскими частями, военной прокуратурой и органами ФСБ. Аэропорт Северный. Город Гудермес. Город Шали. И станица Шелковская. А также крупные военные базы и вертолетные площадки на юге Чечни, ближе к горам. На видео представлены лишь официальные данные о воинских частях и командирах из открытых источников, которые легко можно проверить. Неофициально же эта цифра может быть и выше. Почему же воинских частей так много? Единственное логичное объяснение – это страх перед очередным чеченским восстанием. Так называемых кадыровцев не хватит, чтобы сдержать народный гнев. Кадыровцы – это два мелких батальона, в общей сложности 3-4 тысячи человек, и которые не имеют военного опыта. Русские хотят быть во всеоружии и быть готовыми менее чем за 30 минут прибыть в любую точку Чечни и пресечь попытку восстания или иных антироссийских акций. Поэтому базы расположены в радиусе 10-15 километров друг от друга. Не будем забывать еще и о воздушном пространстве, которое удивляет не меньше. Центр Чечни и по границам с севера действует полный запрет полетов. Речь не идет о пассажирских самолетах. Также на юге Чечни есть зона запрета полетов всех типов.